Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Исторический момент. Мост через Волгу в республике. Мы об этом мечтали. Сегодня в Татарстане завершили надвижку моста трассы М12 через Волгу. Одним из первых по нему прошел Рамиль Галиулян. 3 недели до начала учебного года. Мы еще не все докупили. Если все докупить, мы думаем, где-то на 27 тысяч обойдется. Сколько стоит собрать ребенка в школу, узнала Вероника Гайнудинова. Почти 400 тысяч татарстанцев стоят на учете у офтальмолога. А когда такая стадия глаукомы, мы только можем сохранить остатки, только улучшить никак. Чем опасна глаукома и как сохранить детское зрение, узнала Алия Хайрудинова. Театр Галиаскара Камала готов к новому сезону. 25 августа первая премьера этого сезона. Какие премьеры ждут зрителей, узнала Сирина Васильева. Знаковое событие для республики и всей страны. Сегодня два берега Волги соединил новый мост скоростной трассы М12. Работы на одном из важнейших и самом сложном этапе всей автомагистрали ведутся с опережением графика. Стыковка пролетов между Лаишевским и Верхнеуслонским районами произошла на месяц раньше запланированного. Сегодня на церемонию надвижки приехал Рустам Минниханов. По видеосвязи мостостроителей поздравил и вице-премьер Марат Хуснуллин. О том, как соединяют берега, Рамиль Галиулян. Как вы можете наблюдать, надвижка завершена. Так мост через Волгу становится единым целым. Это один из сложнейших технологических этапов строительства – надвижка пролетов. Финальную стыковку момента, когда сомкнутся все цепи автомобильной дороги над Волгой, трассы М12, строители приближали почти 2 года. Теперь уже с уверенностью можно сказать, мост соединил берега Лаишевского и Верхнеуслонского районов. Правда, пока только строители, и мы, пользуясь служебным положением, можем пройти с одной стороны на другую, над Волгой, по этим мостовым пролетам, которые соединены в одну 3-километровую линию. На церемонию стыковки приехал Рустам Минниханов. По видеосвязи мостостроителей поздравил вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев и руководитель Автодора Вячеслав Петушенко. Раис республики отметил, событие – отличный подарок в преддверии Дня строителя. Мечты сбываются. Вот мост через Волгу в республике. Мы об этом мечтали, и сегодня вот мы стыкуем этот мост. И, конечно же, в преддверии Дня строителя, всех строителей с праздником. Биг Зур Рахмат, большое спасибо всем. Масштабная стройка моста через Волгу началась в ноябре 2021-го. Объект важнейший для всей страны и самое крупное сооружение на трассе М12. Полотна конструкции с разных берегов в прямом смысле шли навстречу друг другу. Скорость движения пролетов почти 3 метра в час. Темп для конструкции такого масштаба высокий. Сегодня, на месяц раньше запланированного срока, завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Республике Татарстан и на всей автодороге М12 «Восток». Новый мост даст развитие инфраструктуры всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Дорожное полотно собирали словно лего, только гигантское, из множества одинаковых фрагментов, которые затем стыковали друг с другом, используя так называемый метод надвижки. За береговыми опорами и с правого берега, и с левого берега сооружаются стапельные площадки, на которых монтируются блоки пролетного строения, и потом методом продольной надвижки надвигаются на промежуточную опору, на 8-ю опору в нашем случае. В общей сложности мост держит 28 опор. Больше 1000 строителей работали круглосуточно. О масштабах проекта говорят и другие цифры. В общей сложности за 20,5 месяцев осуществлена надвижка конструкций 45 тысяч тонн. И воздвигнуто 28 опор, общий объем бетона 82 тысячи кубов. Преодолеть Волгу – это как бы несбыточная мечта многих строителей. И сегодня мы осуществили эту мечту. Хотел поблагодарить за то, что предоставлена такая возможность работать нам на
таком шикарном проекте. Возведение такого грандиозного объекта согласовывалось с жителями соседних поселков. Они просили, чтобы строительная техника курсировала по утвержденным маршрутам и не разрушала местные дороги. Также по просьбам жителей в проект включили установку дополнительных шумозащитных экранов. Все пожелания учли. Это коммуникации какие-то, строения, не знаю, гостиницы, заправки построят. Это больше рабочих мест, это больше движения какого-то, развитости нашего поселка. Хотя сначала было мнение то, что против, экология и так далее. Ну, вроде бы все в порядке. Люди работают и ночь, но нет такого, чтобы было больно много шума. Не замечаю. Сейчас работы на мосту завершены на 80%. Впереди укладка асфальта. Ее завершат к октябрю. Потом установка освещения, защитных барьеров и благоустройство территории. Первые машины смогут проехать по четырехполосной дороге трассы М12 уже в декабре. Общая протяженность пути от Москвы до Екатеринбурга больше 1500 километров. Он свяжет 17 регионов и вывезет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, а также откроет новые пути для экономического роста страны. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский и Верхнеуслонский районы. Первый этап работ на мосту «Миллениум» планируют завершить ко Дню Республики. К этому времени закончат ремонт опоры и перил, укладку гидроизоляции и асфальта, установят освещение. Об этом сегодня сообщил Минтранс. Еще один важный объект столицы, где ремонт идет с опережением графика – мост на Назарбаева. Изначально сроком сдачи значился 2024 год. Однако работы планируют завершить уже в октябре. В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали почти 10 километров проезжей части. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предстоит отремонтировать 221 километр дорог регионального значения. Здесь работы фактически выполнены. Сегодня на 63 объектах выполнение 97%, 49 завершены в полном объеме. 4 детей пострадали в ДТП в Татарстане за последние сутки. В Казани 7-летний ребенок на проспекте Победы переходил дорогу по зебре и его сбил «Форд». В Заинске водитель «Жигулей» сбил 9-летнюю девочку. Она по правилам, спешившись с велосипеда, переходила дорогу по зебре. В Нижнекамске под колесами иномарки пострадала 16-летняя девушка. Водитель «Дженезиса» не уступил дорогу велосипедистке, которая, не спешившись, проезжала по пешеходному переходу. В Набережных Челнах автоледи наехала на 9-летнюю девочку прямо на детской площадке. Всех пострадавших госпитализировали. Основным видом дорожно-транспортных происшествий, в которых дети получают травмы или погибают, является столкновение. Всего зарегистрировано 78 таких происшествий. В них 4 ребенка погибли и 89 пострадали. 3 недели до начала учебного года. В магазинах настоящий ажиотаж. Ателье отшивают последние комплекты школьной формы, отделы канцтоваров атакуют родители. По данным Яндекса, мамы и папы в этом году планируют собрать ребенка в школу в среднем за 20 тысяч рублей. Но это минимальный набор. Родители говорят, первоклассников собрать стоит еще дороже. Вероника Гайнудинова изучила рынок. Разина Фатхулина собирает сына Арыслана в 1 класс. Уже купили костюм «тройку» за 8,5 тысяч рублей, еще рубашки, рюкзак и обувь. Если докупить все необходимое, говорит, обойдется в 27 тысяч рублей. Для многодетной семьи ощутимая нагрузка. 3 года назад в 1 класс провожали старшего сына, было гораздо дешевле. Старшего ребенка одевали 3 года назад где-то на 16 тысяч. А сейчас подорожало, получается, на 10-12 тысяч. В швейной мастерской на Комарова в Казани сейчас горячая пора. Ажиотаж на пошив школьной формы уже с конца июля. Ильшат Назмиев приехал из Камского Устья за одеждой для дочек. Они пойдут в этом году в 5 и 6 классы. Купил юбки с жилетками. Стоит денег уж. Ну, как бы магазин хороший, качество хорошее. Я думаю, экономить не будем на детях. Вот в размере 5-10 тысяч получилось у меня. В швейной мастерской отмечают, стараются держать цены. Жилет стоит 2300, юбка от 2000, сарафан 3200, брюки от 2300 рублей и выше в зависимости от размера. В среднем все подорожало на 200-300 рублей. Говорят, на повышение повлияла только логистика. Ткани закупали еще до изменения курса доллара. У нас есть тоже российские ткани, российские производители, но у нас не очень большой, так скажем, ассортимент ткани, ассортимент по цветовой гамме. И вот, это тоже надо все понимать.
почему мы как бы работаем на турецких тканях. Если раньше, допустим, у нас здесь склады были, мы могли спокойно прийти, взять, купить то, что нам необходимо, то сейчас с этим, конечно, очень большие проблемы. Сейчас только надо по предоплате по 100%, минимально 1000 метров одного это артикула. Магазины канцтоваров тоже не пустуют. Пик спроса придется на конец августа, когда родителям дадут списки всего необходимого к школе. Как рассказала продавец, цены повысились на отдельные позиции. Самые необходимые товары доступны. Ручки от 20 рублей, простые тетради от 9, общие от 40. Есть и по акции по 25 рублей. Когда товар приходит, немножко цена уже выше становится от предыдущей цены. 2, 3, 4, 5 рублей. Не скажу, что прям сразу там рублей на 20. В пределах 10 рублей. По данным исследований Яндекса, родители планируют собрать ребенка в школу на 22 тысячи рублей. При этом, как ни парадоксально, на мальчиков уйдет денег больше, чем на девочек. 25 и 19 тысяч соответственно. На младшеклассников больше, чем на старшеклассников. Самое сложное для каждого второго респондента – выбрать то, что понравится и ребенку, и родителю. В перечне расходов также форма для физкультуры, одежда на смену и даже букет на 1 сентября. Учитывая все это, стоимость покупок ко Дню знаний перевалит за 35 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. В Татарстане идет борьба за лес между лесниками и насекомыми-вредителями. Полчища гусениц шелкопряда обгладывают деревья и стремительно захватывают новые территории. Способы защиты искали в лесничестве Нурлатского района. Специалисты Закамской зоны провели совещание по борьбе с очагами непарного шелкопряда. Только в Нурлатском районе гусеницы погубили 40 тысяч гектаров леса. Шелкопряд очень обильно поедает дуб и липу. Местные лесники показывают саженцы дуба. Пока это их единственная победа. Им удалось отстоять в питомнике молодые деревья. Чего не скажешь о многолетних лиственницах и хвойных. Шелкопряд поразил 95% площадей. Когда численность превышает уже критическую, и они переходят на вторичное питание, в данном случае по данной породе, на мой взгляд, тоже восстановление произойдет. Специалисты говорят, аппетит у насекомых зверский. В районе шелкопряд объел деревья на 40 тысячах гектарах. В этом году вредителей так много, что из леса полчища подались в города. Были неоднократно обращения жителей по этому вредителю, который даже в городскую черту перешел, повреждал парки, скверы, садовые участки. Поэтому это очень актуально не только для леса, но и для жителей, для нас всех. Удар по насекомым здесь наносят специальной смесью из отработанного машинного масла и керосина. Перенять опыт защиты зеленых площадей приехали специалисты Ульяновской и Самарской областей. Здесь внутри, губка обычная губка, которая посуду моет, да? И на всякий случай, чтобы она не вываливалась, закрепили ее хомутом. Наливаете? То есть наливается и просто обмакивается. Основные причины распространения шелкопряда – миграция бабочек в Татарстан из соседних регионов. Теплая зима и влажная погода весной, говорят эксперты. В этом году насекомые разлетелись по всему Поволжью. В нашей республике ими охвачено 200 тысяч гектаров. Мы очень обеспокоены этой проблемой. Поэтому первое, это понятно, обозначить, где мы находимся, что нам нужно четко сделать, конкретно какие мероприятия провести, грамотно их провести в соответствии с законодательством. Ну и второе, подготовиться к весенним мероприятиям. Надеемся, конечно, наши все работы со стороны министерства и лесничества, они тоже должны свои плоды принести. К счастью, деревья лиственных пород, они все-таки могут возобновляться. И надеемся, что все-таки они не погибнут. Но тем не менее, такую работу мы проводим. И в следующем году даже уже планируется проведение обработок уже в 7 регионах. По словам министра, к борьбе с шелкопрядом должны подключиться все районы. Главная цель – не допустить вспышки численности насекомых в следующем году. Рамиль Галиуллин, Гульнас Хасаншин, Ильшат Махмутов, ТНВ, Нурлатский район. Сегодня в Заинске узами брака сочетались участник СВО Андрей и Ксения. Жених сейчас в служебном отпуске. Молодые познакомились летом прошлого года, а в октябре мужчина был мобилизован. Поздравить молодоженов пришли не только родители и друзья, но и ветераны боевых действий и руководство района. Новоиспеченный супруг скоро продолжит службу в зоне специальной военной операции. Дома его будут ждать жена и сын. Неожиданно он приехал уже на 2 недели, буквально пока ремонт, туда-сюда мы бегали, носились с этим всем, да, и как-то невзначай это все пришло, заявление подали, уже завтра роспись, вообще не ожидали. Вообще пока не готовы, даже не осознаем, что с нами происходит. У нас 10-я пара регистрируется
это значит защитники. У нас 4 детей уже родилось в семьях военнослужащих за этот период. Он всегда мечтал быть защитником Родины и стал настоящим примером доблести и отваги. В рубрике «Наши герои» продолжаем рассказывать о подвигах ребят, служивших в зоне СВО. Сегодня репортаж про нижнекамца Антона Тедикова. Он героически погиб в Луганске, перевозил гуманитарную помощь и боеприпасы, попал под обстрел, ценой своей жизни спас товарищей. За это был удостоен Ордена Мужества посмертно. Антон у нас был очень воспитанный мальчик, очень такой, любил везде, чтобы было везде порядок, чтобы дисциплина была. Антон Тедиков родом из села Городище Нижнекамского района. После школы поступил в политехнический колледж на программиста. Потом ушел в армию, служил в Уссурийске. Я решил все-таки остаться по контракту. Это мое окончательное решение. Мама Антона читает последнее письмо сына. В нем он пишет о своем решении остаться служить по контракту. По словам Нины Тедиковой, ее сын с детства мечтал стать военным. У него время было распределено по минутам. Допустим, один раз я его спрашиваю, время 7 часов, сынок, ты в школу? Он говорит, вот сейчас время 7, я собираю портфель, в 7:05 я всегда выхожу из дома. Год назад он попал в зону СВО, перевозил гуманитарную помощь жителям Луганска, боеприпасы на передовую. Во время очередной доставки снарядов Антон заметил диверсионную группу националистов. Он понимал, нужно спасти колонну, и пошел на маневр. Тем самым он спас колонну машин со снарядами, но, к сожалению, он на секунду не успел увернуться от снаряда. Такой решил сделать поступок. Пускай погибну я, но остальные останутся живы. Я горжусь им. То, что мы воспитали такого, то, что он все понял это. А его подвигом это уж и границ нет, как я горжусь. В политехническом колледже Антона Тедикова вспоминают тоже с большой гордостью. В его честь здесь установили мемориальную доску. Антон был очень порядочным человеком. Он всегда занимал уважительную позицию по отношению к педагогам, вообще к персоналу нашего колледжа. В кабинете информатики, где учился Антон Тедиков, есть парта героя, названная его именем. Здесь есть информация о его биографии, семейные фотографии, фотографии садика, школы, колледжа. Сидеть за этой партой могут только отличники учебы или активные студенты. Им гордятся и в школах, где Антон учился до службы. В каждой открыли доску памяти о своем герое. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Марш для своих. Фирменному поезду Казань-Москва хотят вернуть музыку и название Татарстан. Депутаты республики просят вернуть прежнее наименование. Удастся ли это? Читайте в интернет-газете «Реальное время». У каждого 10-го татарстанца есть болезни глаз. На учете у офтальмологов состоят почти 400 тысяч взрослых и 45 тысяч детей. Если взрослые часто пренебрегают диспансеризацией, то малыши с ранних лет знакомятся с гаджетами. Сегодня Всемирный день офтальмологии. Какие болезни глаз чаще тревожат жителей? Есть ли рост детских проблем со зрением? Алия Хайрудинова с ответами на вопрос. Наконец-то мы вылечили практически ваш глаз, прооперировали, результаты неплохие. Еще неделю назад 56-летнюю Лилию Садыкову мучили головные боли. О том, что проблема в глазах, даже представить не могла. К офтальмологу обратилась, когда лопнули мелкие сосуды глаз. Тогда и прозвучал страшный диагноз – глаукома и катаракта. 2 операции мне сделали от глаукомы и от катаракта еще. Поэтому очень сложно было. Я до этого почти никогда не обращалась к глазному врачу. Я думаю, если каждый раз медосмотр проходишь, каждый раз можно избежать из болезни. В прошлом году в Татарстане за помощью к офтальмологам обратились 800 тысяч человек. Чаще всего выявляют воспалительные заболевания глаз и аномалии зрения. На втором месте катаракта и глаукома. В последние годы добавилось возрастное постепенное поражение тканей глаза. В прошлом году мы прооперировали 10 тысяч катаракт, где-то 1000 уколов сделали по поводу возрастной макулярной дегенерации и 1000 операций мы сделали по поводу
глаукомой. Где-то 10-15 больных мы оперируем ежедневно. Врачи отмечают, только ежедневная забота о зрении сможет сохранить ясный взгляд до старости. Самая простая диагностика зрения начинается именно перед таблицей, которая нам известна с детства. Нужно определить буквы и цифры разных размеров. А более точно уже проводится вот на этом аппарате, на рефрактометре. Он проверяет остроту зрения, толщину роговицы и может выявить патологии на ранней стадии. Сейчас в Татарстане идет рост заболеваемости по болезням глаза. Только за прошлый год 97 тысяч новых случаев. Свой след оставил и ковид. Это конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты и это витрииты, воспаление стекловидного тела. По течению несколько они отличались, да, вот эти вот и конъюнктивиты, и увеиты. И был такой период, когда как-то их стало несколько больше, чем вот бывает в этот сезон, допустим. Вот, безусловно, мы их лечили по всем правилам. Самым тяжелым заболеванием глаза остается глаукома. Болезнь никак не проявляется. Есть в народе такое понятие, что глаукома – это как вот корова слизывает вот этот камень с солью которой. И вот так же глауком происходит. Никаких, так сказать, признаков, ничего. Единственное, он замечает, вдруг что-то у него выпало поле зрения. Приходит к нам уже, а уже процесс уже 2-3 степени глаукома, когда теряется именно поле зрения. У детей другая беда – пандемия миопии, и связана она с ранним знакомством с гаджетами. По словам офтальмологов, у ребенка удлиняется глаз, что может привести к разрыву сетчатки и полной слепоте. Чем больше экран, тем лучше. И, конечно же, если есть патология какая-то рефракции, то лучше, чтобы это все было в коррекции. То есть очки либо линзы ребенок использовал. Не так, чтобы щурился, напрягался, да, там, тренировал глаза, как это раньше модно было. К сожалению, сейчас доказано все обратно, что тренировки эти как раз-таки не нужны, потому что излишнее напряжение аккомодационной мышцы, наоборот, спазмирует ее еще больше, и мы получаем, наоборот, рост близорукости. Специалисты подчеркивают, большинство глазных болезней излечимы. Главное вовремя обратиться к врачу. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Быть ближе к природе, наслаждаться тишиной, при этом пользоваться всеми благами цивилизации – мечта любого жителя мегаполиса. Ее помогут воплотить в коттеджном поселке «Усадьба у озера». Купить дом в пригороде столицы по стоимости квартиры предлагает строительная компания «Жилой квартал Казань». Усадьбы у озера оправдывают свое название. Стильные комфортабельные дома, расположенные на лоне природы, стремительно развивающаяся инфраструктура. Коттеджный поселок Усадьба у озера развивается стремительными темпами. В прошлом году построили новый детский сад и утвердили строительство новой школы. Также запланировано строительство торгового центра, но уже на данный момент функционируют магазины у дома. В настоящее время решается вопрос по поводу городского автобусного маршрута. Все дома сдаются на участках от 6 до 8 соток земли в качественной предчистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями. Живописная природа, близость к городу, наличие всех необходимых объектов инфраструктуры, садик, школа делает коттеджный поселок наиболее привлекательным для клиентов. В коттеджном поселке доступные цены на дома. Все дома сдаются в предчистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями. Можно приобрести в ипотеку с минимальным первоначальным взносом и под минимальную процентную ставку. Очень довольны своим выбором. Купили дом со всеми коммуникациями, газ, вода, свет, все имеется в доме. В поселке активная культурная жизнь. Праздники здесь отмечают дружно и весело. Камаловский театр начал подготовку к новому сезону. Сегодня актеры вернулись из отпуска и приступили к репетициям. Уже на следующей неделе они выйдут на сцену со своим знаменитым спектаклем «Голубая шаль». В новом сезоне зрителей ждут сразу 4 премьеры. Когда их можно будет увидеть, расскажет Ирина Васильева. Загорелые и отдохнувшие делятся впечатлениями. Актеры Камаловского театра вышли из отпуска. Не виделись 1,5 месяца. Друг друга спрашиваем, где были, где отдыхали. Ой, мы так соскучились по коллективу. Я лично всех поздравляю с выходом на работу. Все мы отдохнувшиеся, все такие веселые. Гузель Гюльвердиева отпуск провела в родной деревне Вактаныше. На предсезонный сбор пришла с годовалым сыном Айханом. Уже с детства знакомят его с внутренней кухней театра. Пришла с сыном, потому что папа наш тоже в театре работает. Сейчас он на совещании. Во время отпуска учили слова нового спектакля, репетировали дома танцы. Вот так с песней провели время.
Этот сезон для труппы станет экспериментальным. Впервые его откроют не осенью, а летом. Уже 18 августа актеры ждут зрителей на легендарный спектакль «Голубую шаль». Ну, это такой своего рода эксперимент, я думаю, потому что Казань, вообще Татарстан сейчас очень привлекателен и для туризма, и для гостей очень много в августе. Поэтому чем простаивать, я думаю, это очень правильное такое решение. Сезон будет богат на премьеры. Это можно понять по афише, находящейся перед театром. Самый первый из них назначена на 25 августа. Это грустная комедия «Ситцевая свадьба» по пьесе Ильгиза Зайниева. Главный герой истории – 4 пары. В день своей ситцевой свадьбы все оказываются на грани развода. Спектакль расскажет, почему любящие друг друга люди начинают отдаляться, как научиться превращать большие проблемы в забавные приключения. Роль одного из 4 мужей сыграет Эмиль Талипов. Молодой человек, который является сотрудником полиции и со своими проблемами, со своим видением, своими привычками. Комедия – это один из сложных жанров. Комедию всегда тяжело играть. Наращивать свое мастерство комедия – это хороший жанр. Среди премьер нового сезона спектакли «Двойник», «В день рождения Милюши» и 3-я часть документального спектакля «Я не вернусь». На этот раз она будет посвящена событиям 1552 года. Над некоторыми постановками будут работать приглашенные режиссеры. Приглашенный режиссер, да, вот из Башкирии, Айрат Абушахманов. Он уже у нас работал, один спектакль выпускал. Вот сейчас мы с ним ведем переговоры, он согласен приехать. И из Колумбии Алехандро Гонсалес. Если Алехандро сможет приехать, он будет ставить Шекспиру «Укрощение строптивой». С гастролями труппа отправится в Ижевск и Пермь. Спектакль увидят и зрители крупных городов республики. Побывают артисты и на больших театральных фестивалях в Мордовии и Турции. Саранск, вот поедем в Мордовию. Очень интересный такой подход у фестивалей. Они заранее смотрят спектакли. Они взяли спектакль тот, который идет уже давно. Можно сказать, «Здравствуй, мама». Изюминка, наши проекты оркестра будут очень интересные, концертные, с участием наших артистов, которые хорошо поют. Новый сезон оркестр театра откроет уже в эту субботу. На музыкальном фестивале «Сайдашстан» они представят новую программу «Они были первыми». Сирина Васильева, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево безоблачная погода сохраняется. Осадки не наблюдаются. Ночью около 16 тепла, а днем до плюс 28. Аналогичная ситуация в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. В ночные часы 16 градусов тепла, в дневное время плюс 29. Жаркий день ожидается также и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Тут без осадков, ночью около 14 градусов тепла, днем до 29 градусов, выше 0. Жарче, чем накануне, будет в Арске, Кукмаре и Балтаси. В ночные часы ожидается до плюс 14, в дневные плюс 29. В Болгаре, Доржаном, Буинске осадки не наблюдаются, а днем будет очень жарко. Температура ночью около 16 тепла, а днем воздух прогреется до 29 градусов, выше 0. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ни облаков, ни дождя ждать не стоит. Ночью плюс 17, днем столбики термометров достигнут 30-градусную отметку. Жара продолжает набирать обороты, и нас ожидает еще более знойный четверг. В Казани сохраняется безоблачная погода. Осадки маловероятны. Ночью воздух прогреется до 17 градусов тепла, днем до плюс 30. Ветер восточного направления умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха около 40%. Магнитное поле Земли спокойное. Повышенный температурный фон может стать причиной тепловых ударов. Берегите себя. Также в республике высокая пожароопасная ситуация. Будьте осторожны при обращении с огнем.